Ассаламу алейкум варахматуллах. Зелимхан Алейкум Хамаш салам. Вол. Я бы хотел бы с тобой задать несколько вопросов, так как ты из Карса, насколько я знаю, Хадзиевы. И про 92 год эти события, я помню, я знаю, что ты их знаешь, что там принимал непосредственное участие в помощи, оказании раненым. Вот что ты можешь по этому поводу сказать? Да, я хорошо эти помню события. Это события «Мой мир», которые разделили до и после. Вот. Они для меня имеют и личное, и национальное значение просто. Что касается того, что происходило тогда, как-то вот, как во сне было. Бывает человек, который... Ну, это и было ночью, да, это было даже под утро, да, было темно. Начало? Да, начало, изначально помню. С 27 по 28 еще за день, буквально полтора до начала этих событий, я был у моего дяди старшего, который потом без вести окажется. И я заходил как раз с одного, у них два дома было. Я с одного дома второй заходил в Вермяку, просто мы там собрались, не спали, как-то все встревожены были. Я захожу, и какое-то было легкое землетрясение. Я почувствовал его. Я зашел, мы чай попили, пообсуждали, мы вышли. Мы еще не осознавали, что нас ждет вообще. Мы вышли, потом возле наших соседей, там Катеевых, там Тутовник, по-моему, рос сейчас, не помню. И там мы стояли, разговаривали, и даже вот это волнение передалось у меня начались даже коленки трясти. Сейчас я понимаю, что это мандраж был, мне показалось, почему, какого-то страха не было, но непонятно. Непонятно, да, ощущение было. Вот. И вот так получилось, но мы все равно на следующий день ездили по своим делам, и утром 30-го я приехал к своему другу, сейчас уже он умер, Далгерсоса, Барахоеву Баширу, и он мне сообщил, вот так эти события начались. Ну и даже в этот момент я не понимаю, что происходит. Я смотрю в поселке, у нас планочка происходит какой-то люди ходят. Ажиотаж был, ажиотаж да. сильный. Были митинги, я помню, что в Куртате, я сам с Куртата, я помню, до этих событий были митинги, то ли что, там вплоть до того, что мой сосед, по моей улице был Котиков, он копал в огороде, и вот там же с лопатой тоже убили его, это Белтига. Вот. Поэтому начало-то оно было, тоже непонятки были, что да, какие-то митинги, какие-то стычки были, это я тоже помню там. Нет, вот это перестрелки, да. Вот это обстрелы наших ингушских поселков, поселения, населенных пунктов ингушских постоянно было. Они были с 91 года, но с 92 году очень сильно усилились. Усилились, да, вот это я помню, да. У нас убивали людей, и люди вот как-то выводились. Но особенно это все началось вообще форсированно, именно в октябре 92 года. В конце это привело к трагедии в Южном, когда уже решили в виде блокпостов, постов, чтобы этот беспредел остановить. Да, на обращение МВД к руководству СУАССР, тогда СУАССР называлось, они не реагировали никак. Они говорили, неизвестные обстреляли поселки, там неизвестные бронители. Кто может приехать полностью окруженный, столь защищенный туда, невозможно было ничего провести. Вот. И даже в 30-го, не осознавая этого, я, двоюродный мой брат, еще один наш друг, поехали по своим делам. И когда мы приехали в Владикавказ уже, мы тоже Владикавказ. Это какого числа уже было? Это началось эти события. И мы приехали в Владикавказ, и к Шалдону, когда мы подъехали, мы уже поняли, что что-то случилось. Мы стали, думаем, куда поехать, а мы по делам поехали. По делам. Это страшно подумать 30-го. И мы стали возвращаться, но к тому моменту уже перекрыли дорогу в Карса. То есть транспорт работал? Транспорт... Или же у вас был личный транспорт? Нет, мы на личном транспорте, на нашей машине были. И мы оттуда решили в Карса обратно вернуться. И смотрим уже, где был дорога, развилка дороги, где на кладбище русское, то есть христианское.
И там стояли уже Остинский пост. Мы и не знаем, можно подъехать, нет. И мы решили как-то с задней стороны заехать в Карца, там через промбазу, там овощбаза была. Но и там было перекрыто. Тогда мы решили поехать на Назрань просто. А что делать? Уже было. Видим вооруженные люди, видим ситуация такая. Мы выезжаем на Дерсу, там нас остановили по-остински, говорят, куда вы едете? Ну, мы понимали, что они говорим, мы не говорили, но мы понимали. Мы говорим, вот в Чермень едем к своим родителям. Они говорят, поедьте в Ольгинское через Михайловское, может, там узнаете какую-то информацию, мол, ингуши в Чермени. Ну, мы через промбазу поехали в Михайловское, поехали в Беслан. И когда мы проезжали Беслановский перекресток, мы увидели с левой стороны, со стороны Владикавказа, когда едешь, от поста стояла белая «Волга», и с ней вышел с машины, стоял Юсуф Асланбеков, министр иностранных дел Чечни, который считался, или министр обороны, я не знаю. Он разговаривал с гаишниками. И там, это нам как бы повезло, теперь мы понимаем, что нам повезло, потому что мы еще тогда не осознавали. И нам повезло то, что они как-то на него отвлеклись, и мы повернули, попытались проехать вот на Назрань через эту. Вот. Ну, уже как развилку проехали Ольгинского, мы увидели еще огромный пост. Тогда мы поняли, что мы уже в капкане. Понимали, что делать. И мы решили вернуться, кажется, обратно подъехали, и там сотрудник говорит, вам повезло, что вы именно на меня напоролись, говорит, он нас проверил, сказал, что вы больше не выйдете, и мы заехали в Карца. И тот пост вообще, это было просто огромное количество оружия, экипировка, бронетех. И мы заехали, ну и потом пошли эти события, и в тот день убили под вечер, после обеда Цавкаева убили, Эсмурзиева, Корхой, Евлоева ранили, вот, еще одного человека ранили. Я знаю, вот здесь очень много знакомых, ты узнаешь на фотографиях, которые тут выложены. Твои соседи, знакомые, родственники. Я вижу твое состояние, как ты на них смотришь, у тебя видно, что душа болит. И все это очень тяжело вспоминать. Он Аллах резал, хотя за пару слов. Аллах повдот, Хансанна, ваша кэты, Хансанна, Барт Бош, Дахадал, Атулубы. Амин, Барт Безум, вот. Что случилось, что уже случилось, это не изменишь. Единственное, надеюсь, что у нас будет в будущем все хорошо. Да, Барта Безум, Ешми Бобы дал, Ирздолж Беркати Вахар, мы Амин.